Витаю вас, друзья! Сегодня 24 июля 2026 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится в оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать. И не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные задавайте вопросы и давайте активнее принимать участие в нашем стриме. Наш канал всячески Россия пытается блокировать, но мы не сдаемся. И без вас смысла этого канала не было бы. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодняшний свой стрим я назвал «Михаил Драпатый, новый главком ВСУ. Россияне, пора драпать». И, соответственно, такой же вопрос я задал у себя в чат в YouTube. Пора россиянам драпать? Вопросительный знак. Да, давно пора, пусть сдаются, от дрона не убежать. Вот 3 варианта ответа, пожалуйста. Вы можете отвечать как в YouTube, так же в чате. Вы можете в TikTok писать. А сейчас, позавчера, по-моему, позавчера, меня очень сильно расстраивало то, что происходит в Украине. Агентура в Украине, которая ведет антиукраинскую и антиичкерийскую деятельность, а это в принципе на данном этапе это одно и то же, потому что борьба за свободу и независимость, знамя, которое поднял Джохар вместе с чеченским народом, оно сейчас находится в руках Украины, знамя свободы, и Украина несет это знамя антиимперское, знамя свободы. И вот такая вот новость. Сперва сняли Федорова. Я просто Федорова не знаю, но я вижу, что люди поддерживают. Вижу в комментариях, люди очень сильно поддерживают Федорова. И потом снимается главнокомандующий вооруженными силами Украины Сырский, на которого так много было жалоб, и назначается Михаил Васильевич Драпатый. Михайло Васильевич Драпатый. И знаете, на душе легче стало, чуть поспокойнее за Украину стало. Конечно, сила, она многое решает, и украинская армия сегодня, наверное, одна из самых сильных в Европе, точно, но и в мире, наверное. Ну, может, по технологиям она может конкурировать с США, уступать в чем-то США. Но, по идее, украинской армии нет равных. Армия свободных людей. И ее возглавляет свободный человек Михаил Драпатый. Я очень надеюсь, что Драпатый, который был назначен 22 июля 2026 года, то есть на мое 49-летие, увидев Господь, жалился надо мной и на этот день рождения послал мне подарок. Увидев мое разочарование каждый день, который гибня там в Украине творит. И вот такой вот мне подарочек. И я надеюсь, что ему 43 года, он на 5 лет, но 82-го почти, а чуть больше 5 лет младше меня. Каменцы, Подольский, Хмельницкой области, в семье учителей. Я думаю, это очень грамотный, очень умный человек. Кстати говоря, он, по-моему, школу закончил с красным дипломом. И также закончил Харьковский институт танковых войск имени Верховной Рады Украины. Так называется, что ли? Интересно. Может, это ошибка. Затем Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Магистр в 2017 году, позже лучший выпускник оперативно-стратегического уровня в 2021 году, получил переходный меч королевы Великобритании. Ей, Михаил, Слава Украине, Михаил, на тебя большие надежды, на вас, уважаемый Михаил, большие надежды. Службу начал лейтенантом, командиром взвода 72-й отдельной механизированной бригады «Белая церковь». И в первую очередь я надеюсь, что чеченский вопрос теперь не будет замалчиваться, или же не будет там симулякром и российским агентам передаваться.
которые почему-то на Западе не блокируются, видимо, используют их как двойники, тройники там и так далее. Ну, а нам от этого не легче. Драпаты боевой офицер с опытом с 2014 года. Война на Донбассе, а то и полномасштабное вторжение фашистской России в 2022 году. Его часто характеризуют как командира, который бережет жизни солдат и минимизирует потери. Наш парень. 2014 год. Командир 2-го механизированного батальона 72-й ОМБР 9 мая возглавил прорыв на БМП в Мариуполь. Символический эпизод начала боевых действий. Видео широко разошлось. Мы видели все это видео через баррикады. БМП перепрыгивает. В нем как раз сидел Михаил Драпаты. Участвовал в рейде вдоль границы удержания Саур-могилы. В начале августа вывел из Изваринского котла более 260 военнослужащих и технику. Прорыв без зеленого коридора. Один погибший. Получил звание подполковника. В 2015-2016 годах начальник штаба, первый заместитель командира 30-й механизированной бригады, позывной «Рубин». 2016-2019 года командир 58-й отдельной мотопехотной бригады «Конотоп». Боевые задачи в Авдеевке, Ясиноватовском районе на Бахмутской трассе. В апреле 2019 досрочно стал полковником. В 2022 году заместитель командующего объединенными силами по подготовке войск, затем заместитель командующего Юг, командующий группировками Юг, Каховка, Кривой Рог, Херсон. Остановил российское продвижение на Кривой Рог. Сыграл ключевую роль в освобождении правого берега Днепра и Херсона осенью 2022 года. 2024 год. Заместитель начальника генерального штаба по подготовке войск, февраль-ноябрь. Командующий ОТГ Харьков, май-сентябрь. Стабилизация после российского наступления. Командующий ОТГ Луганск, сентябрь-ноябрь. 5 октября 2024 года генерал-майор. 29 ноября 2024 года командующий сухопутными войсками ВСУ. 2025 год. С января командовал ОСУВ, ОСГВ Хортица, Восточный фронт. 1 июня подал рапорт об отставке после российского удара по полигону, проявил ответственность. 3 июня назначен командующим объединенными силами ВСУ. С октября 2025 года возглавлял группировку объединенных сил. Июль 2026 года назначен главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого 3, 2 и 1 степени. Крест боевых заслуг 2022 год. Орден Народный герой Украины. Отметка Минобороны огнестрельное оружие. Почетный гражданин Херсона 2024 года. Меч королевы Великобритании 2021 год и другие. Личная жизнь. Отличная личная жизнь. Михаил, бывший министр цифровой трансформации. Ну, не буду я просто про личную жизнь. Бывший министр цифровой трансформации с 2019 года. Позже первый, а это уже про Михаила Федорова я вам хочу рассказать. И кого тогда снял Зеленский, которого так сильно поддержали украинцы. Бывший министр цифровой трансформации с 2019, позже первый вице-премьер-министр обороны Украины с 14 января по 15 июля 2026 года. После отставки президент Владимир Зеленский предлагал ему должность советника и другие посты, в том числе достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую. Федоров от советника отказался. По данным источников в его окружении и сообщениям СМИ, включая Financial Times, он готов вернуться только на должность министра обороны. Информация актуальна на конец июля 2026 года. Вот такая вот интересная ситуация разворачивается. Мы все понимаем, что если потихонечку тянуть за ногу, который плывет человека, и даже если он сразу не утонет, он очень сильно нахлебается. И если ему плыть очень далеко, а еще есть там где-то враги, которые в него стреляют,
то очень тяжело ему вообще и победить врагов, и доплыть. Вот в этой ситуации приблизительно сегодня находится Украина. Украине действуют антиукраинские силы. Не знаю, на кого они работают, но мы знаем, что внутри Украины был, ну, по крайней мере, об этом нам говорит беглый КГБшник Калугин, который проживает в Соединенных Штатах, и говорит, что Украина это был главным хабом КГБ СССР. Во-первых, потому что история Украины, а история Украины берет свое начало не только с Киевской Руси, а еще на пару тысяч лет раньше. Вообще, эта история Украины имеет многотысячелетний, кстати говоря, об этом сказал Драпаты, и это абсолютная стопроцентная правда. И откуда в украинцах борьба и желание быть свободными, вот веками вот то, что они сражаются. Вот оно идет из древнейшего цивилизационного кода, еще со времен там пророка Ноя, и точнее потомков пророка Ноя, которые, конечно же, на территории Украины, украинцы были организованы очень мощные тогда цивилизации, культуры на тот период. Это 3000 лет назад, 2500 лет назад. Не говоря уже про Киевскую Русь. Киевская Русь это вообще пионер по сравнению с реальной историей Украины. Хотя Киевская Русь это так, где уже Украина как формировалась, как уже там европейская отдельная нация. А раньше это было немножко по-другому. Тогда нации, народы так не делились. Поэтому вот такая вот интересная вещь. И знаете, Бог всегда отвечает на мои причитания, так скажем так. Я очень был расстроен поведением Зеленского, поведением, то, что сняли Федорова. Хотя я в Федорове абсолютно не разбираюсь, не знаю, что это за человек. Я вижу, что украинцы его поддерживают. Ну, значит, будем ориентироваться на общественное мнение, которое иногда, конечно же, ошибается, но чаще всего нет. И вот то, что Федоров заявляет о том, что ничего, кроме министра обороны, а я читал его интервью или пост такой небольшой, он говорит, в этой стране на настоящее время на войну влиять могут три позиции. Говорит, это президент, министр обороны и верховный главнокомандующий, ну, командующий генеральным штабом, главнокомандующий, точнее, верховный, это у нас Зеленский, главнокомандующий вооруженными силами Украины. И говорит, я хочу влиять на ход войны, и, по всей видимости, он этого добьется. Но, знаете, какая ситуация сложилась вообще, что произошло? Когда сняли Федорова, на его место поставили Хмырь, да, или Хмарь, если я не ошибаюсь. И его, этого человека, назначили, он СБУшник этот Хмарь. Его он был исполняющий обязанностями СБУ на момент, когда Анастасию Березовскую, которая совершила покушение на 2 и более лиц общественно опасным способом в Монако, подорвала сумку с взрывчаткой, и она уехала в Украину. В Украине ее ждали 2 ее, видимо, куратора. Один из ГУР, другой из СБУ. И они ее застрелили, как мы все знаем. Оба находятся сейчас под стражей, эти 2 деятеля. И его непосредственный начальник, а вот кто стрелял, сперва говорили ГУР, потом этот гуровец начал говорить, что это СБУшник стрелял, убил эту Анастасию Березовскую. Возникла вот такая вот интересная такая ситуация. То есть исполняющий обязанности Хмырь или Хмарь, он, если напишите, может, я просто не хочу ошибаться в фамилии, и он был исполняющий обязанности, фактически пошел на повышение. Это, знаете, чисто, знаете, как хочу сказать, во-первых, я не знаю, кто убил Анастасию Березовскую. Я имею в виду СБУ, ГРУ и ГУР, мы это знаем. Но работают ли они на русских или нет, я этого не могу сказать. Потому что очень часто российские спецслужбы используют коррупционные схемы, чтобы задействовать какого-нибудь агента для того, чтобы не агента, нормального человека, они долго-долго входят к нему в доверие,
позволяют какие-то операции проводить, там, решать, а потом говорят, вот смотри, там можно денег заработать, или еще какая-нибудь там, за Украину отомстить. И человек, который не понимает, насколько это важно иметь вот тот актив, репутационный актив в мире, который есть сегодня Украины, с него пылинки нужно сдувать. Его беречь нужно как синицу ока. Синица ока. Понимаете? Настолько это важно. Как только... Вот я вам пример приведу. Мне очень важно вам рассказать один пример. Вот смотрите, в 2002 году чеченские бойцы взяли в Москве театральный центр на Дубровке. Норд-Ост, там как раз шел мюзикл Норд-Ост и север-восток, короче, север-юг, да, Норд-Ост, так получается. И внутри этого мюзикла, внутри этого театра находились иностранцы вместе с россиянами. И захватчики этой школы, они выпустили всех иностранцев. Но один иностранец, американец, он погиб там. Сейчас, одну секунду. В Норд-Осте погиб один иностранец. Этого иностранца звали гражданин США Сэнди Алан Букер. Я полагаю, это была та самая сакральная жертва Энди Алан Букер для того, чтобы обвинить формально, юридически формально Шамиля Басаева и представить его угрозой национальной безопасности для США. Конечно же, это было сделано не потому, что это так на самом деле есть. Шамиль Басаев не представлял никакой угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Это инсинуация, это наглая ложь, которую на него возвели. Но захват заложников, это, конечно же, юридически никак не оправдывает. Конечно, это нельзя по конвенции. Юридически никак это нельзя оправдать. Но при всем при этом нужно понимать, что для Америки не представлял никакой угрозы Шамиль Басаев и его люди. Но сделали так, чтобы запачкать Шамиля Басаева, нужно было убить одного американца, чтобы люди, с которыми связан Шамиль Басаев, совершили какое-то действие, Шамиль Басаев взял на себя эту ответственность. Хотя этот террористический акт, этот акт призыва остановить геноцид чеченского народа, ни больше, ни меньше. Только лишь остановить геноцид чеченского народа требовали эти люди. И в этот момент Шамиль Басаев сам говорит в своем интервью, почему-то американское правосудие проигнорировало, видимо, это политически было, здесь очень много таких вещей всплывает, пренебрежение, презрение международным правом, когда это нужно сильным мира сего. А сильные мира сего договариваются с Путиным. И сегодняшняя ситуация – это взросшенная Соединенными Штатами, это Европой, Россия, взросшенная ими, вот их руководствами этих стран западных. Сегодняшние убийства украинского народа, сегодняшние гибридные террористические акты на территории Европы, миллиарды, которые тратятся сейчас на вооружение и подготовку к отражению агрессии фашистской России. Все это вина Клинтона, Буша, Меркель, кто там, Франсуа Олланд, кто вот эти все были, которые на тот период. Вот это их вина. Это мы должны запомнить раз и навсегда. В этом вина, что сегодня украинцы гибнут. Этих людей вина. Этой преступной политики, вот этих, с позволения сказать, лидеров. И сделали такой микс из Шамиля Басаева, из его уголовного дела, которое нужно было американцам формально записать Шамиля Басаева как врагом Америки. Хотя он не сделал ничего Америке. Воюющую, фашистскую Россию не нужно было вообще приезжать, по факту. Сейчас же требуют американцы всем русским покинуть
Россию, всем американцам покинуть Россию. Нужно было и тогда требовать. Но захват, конечно же, нельзя ни в коем случае оправдывать. Но я убежден, что Сэнди Алан Букер, американский гражданин, погибший в Норд-Осте, он был убит, чтобы дискредитировать Шамиля Басаева. Вот на какие ухищрения идут. Шамиль Басаев часто переигрывал российские спецслужбы. И российские спецслужбы, он с ними играл, как кошки и мышки. Он их всегда переигрывал. Но потом уже, вот по Норд-Осту мы видим, получилось так, что они его попробовали запятнать. Конечно же, для Шамиля Басаева не было никакой разницы, что какие-то американцы где-то там его объявляют и так далее. Но для общего дела это был большой удар. И этот удар нанесли американцы. Не русские. Русские организовали и убили их гражданина. Американца. Газом ни один там находящийся захватчик не убил ни одного иностранца, ни одной женщины, там никого. Там, по-моему, кого-то они там в перестрелке застрелили, и все, на этом, по-моему, закончилось. Убили их всех газом и тем, что не дали антидот. Но это не помешало американским политикам, объявляя Басаева террористом и угрозой национальной безопасности, целоваться в десна, извините меня, с Владимиром Путиным, который это сделал. Непосредственно запустил этот газ и убил этих людей. Вот как ведется работа. Ведется работа против людей, чтобы дискредитировать. Чтобы Россия не может подняться на морально-нравственный, этический уровень Украины. Просто от слова просто невозможно. Потому что она уже просто дискредитирована не сегодня, 100 лет, 200 лет она дискредитирована. И ей нужно опустить чеченцев на свой уровень, назвав их террористами, украинцев на свой уровень, назвав их там нацистами, террористами и так далее. Именно поэтому проводятся такие атаки там в Монако или еще что-то. И это нужно строго пресекать. И вести нужно разъяснительную работу. Я уже давно говорю, что против Украины, украинских националистов, украинских патриотов ведется такая дьявольская, хитрая, подлая, вероломная политика по дискредитации. 24 августа 2025 года офицер ФСБ, полковник или даже генерал ФСБ Алексей Титов с маленьким небольшим газовым баллоном, с начиненным самодельным взрывным устройством, начиненным с взрывчаткой и поражающими элементами. Алексей Титов 24 августа 2025 года в центре Москвы, в Центральном детском доме, за неделю до 1 сентября, когда все отовариваются школьными принадлежностями, попытался установить бомбу и сам подорвался. Это День независимости Украины, прошу заметить. 24 августа – это День независимости Украины. Через 3 дня произошел расстрел детей и взрослых в церкви в Миннеаполисе. Стрелок самозастрелился, самоубился. Через еще 3 дня был убит Порубий Андрей. И это звенья одной цепи было. Прокол заключался в том, что в Центральном детском мире на Лубянке Алексей Титов, генерал или полковник ФСБ, самоподорвался. Ему оторвало ноги и руки. Или только руки, или только ноги. Но очень сильно он пострадал. И вот в этой ситуации мы должны быть очень-очень осторожными. Мы должны быть настолько осторожными, ну, как сказать, святее Папы Римского мы должны быть все. И это касается сейчас украинцев. Репутация Украины, украинства, украинских воинов, она сейчас, ну, самый главный актив. Самый-самый на Западе, во внешнем. Без них не будет поддержки. Знаете, какая ошибка у нас, у чеченцев была? Мы обращались к правительствам. Мы обращались там к каким-то фигурантам файлов Эпштейна. Мы тогда не знали, что они фигуранты файла Эпштейна. И мы надеялись, что вот эти лидеры, они соблюдают правила, законы, и они будут уважать нас.
Так вот, это большая ошибка. Обращаться здесь, на Западе, здесь демократические общества, здесь нужно в первую очередь к обществу. И репутация украинцев сегодня уничтожается в глазах общества. Понимаете? В глазах общества. Наверху все знают, кто это делает, зачем это делает. Лучше нас, больше нас информации. Даже, может быть, знают, когда еще не сделали уже, что будут делать. Понимаете? Здесь такая грязь просто в этом мире. Но общество, здесь общество, оно целиком и полностью за Украину. Но для того, чтобы дискредитировать, не только в Монако взрыв происходит, украинцев, чтобы дискредитировать, это с нами один в один, одни и те же методы. Если вам более детально, более профессионально, глубинно интересно с этим ознакомиться, есть у нас президиум правительства. Эти люди на себе десятилетиями, 20-30 лет на себе испытывают вот эти все эксперименты, которые ставят в фашистской России. И я наблюдал, и сейчас тоже их испытываю. Поэтому и я могу какую-то информацию дать. Но я ее, в принципе, даю, да готов на любые вопросы отвечать. Поэтому сейчас, когда происходит, они задействуют украинцев. Вот в Мюнхене поймали гражданина Литвы и Украины, перевозили, по-моему, взрывчатку или рацию, или дроны, или что-то перевозили, поймали. Еще где-то. Да, всех, конечно, нельзя. Некоторые украинцы абсолютно прорусские, абсолютно антиукраинские. Это тоже понятно. Всех проконтролировать это нельзя. Но каждый раз это нужно фиксировать, об этом нужно говорить. На украинских каналах, на русскоязычных украинских каналах, вообще нету этой темы. Другие украиноязычные я особо не смотрю. Поэтому нам нужно понимать, что самое главное, это сегодня идет атака на репутацию Украины. Опустить Украину до уровня фашистской России. Этого нельзя, это смертельно опасно. Смертельно. Все просто будет уничтожено. Вот все труды, все усилия, они будут уничтожены. Не только в отношении западного обывателя, который скажет, а чем тогда украинцы, они так и доводили. А чем русские и чеченцы тогда друг от друга отличаются? А все заодно. И народ внутри Украины, внутри чеченцев отворачивался. Говорил, не можешь разобраться, кто. Они же все плохие. Если эти убивают, там, женщин, детей взрывают. Если они там детский мир взрывают. А представьте себе, если бы этот теракт в детском мире удался. Представьте, там были уже 100% готовы украинцы задержанные, которые бы уже признались бы в этом. Там уже столько Запад, потом еще Миннеаполис, и потом еще детей расстреляли. Это все связали бы. Понимаете? Вот как работает ФСБ. Вот как работает. И не только, по всей видимости, ФСБ. У него есть подельники у этого ФСБ. Потому что без подельников то, что она делает, делать просто невозможно. Я имею в виду тут на Западе. Конечно, есть свои агенты, свои спящие там, ячейки и все остальное. Конечно, это есть. Поэтому это очень важно, чтобы заранее об этом предупредить. Сбить эту волну. Заранее заявить об этом. Нужно сказать, смотрите, все, что делается от имени украинцев, делается российскими спецслужбами. И если сделали на территории Украины, и вот сейчас поймали СБУшника и гуровца, который убили, а потом берут и исполняющего обязанности СБУ назначают министром обороны. Просто задумайтесь. Я не знаю этого хмаря. Может, это хороший, порядочный человек. Я ничего против него не имею. Если он непосредственно, он не мог быть начальником. Но я буквально несколько дней назад написал текст сразу вот по горячим следам, так сказать, по поводу вот этого убийства Анастасии Березовской. И что нужно снять и начальника ГУР, и начальника СБУ, и непосредственно вот этих двоих начальников, оперативных начальников. И берут и назначают СБУшника, назначают на должность министра обороны, снимая министра обороны, которого просто нечем придраться. Коррупция не замечен, по крайней мере, никак не схвачен за руку, как другие. Вокруг Зеленского, вокруг Кирилла Буданова. Посмотри, все варье просто. Какой война идет, люди тысячами гибнут. Какая коррупция? За 1 гривен нужно просто, не знаю, пожизненно давать. К чертовой матери, во время войны. Хуже просто не придумаешь ничего. Понимаете?
И вот в этой ситуации назначают, на всей территории Украины не нашелся один человек, которого можно было кроме него поставить на эту должность. Вот взяли и сделали. А как выходит? Смотрите, на Западе встречаются с Федоровым, общаются, там у него большие дела, все, Федорова убирают, заменяют человеком, начальником СБУ, бывший или исполняющий обязанности начальника СБУ. Его непосредственный начальник, условно говоря, вчера только убил женщину, которая пыталась убить людей в Монако. Общественно опасным способом, взрывом, бомбой и так далее. То есть американцам, немцам, уже немцы сказали, а нам интересно, кого вы там назначаете, нам что это такое. Начали немцы об этом говорить. То есть им нужно, а им что сделать? Или отказаться от Украины, мы не будем дело иметь с таким министром обороны. Ну представьте себе. Это, знаете, вот так вот насильно так заставить, перед фактом западных, европейских лидеров поставить. Тут, слава богу, здесь нормальные лидеры пришли. Потихонечку ситуация начала в нужном месте. Начали осознавать, что для них опасно. Да, опасно. Просто, реально, физически, смертельно опасно. Для Германии лично. Это опасная ситуация. Наконец-то дошло. Да, и начали меры принимать. Мощнейшие меры. И тут приезжает какой-то СБУшник и здоровается. Опять фото, видео и все. И весь Запад и Европа опускается. Понимаете, ей нужно это все проглотить, сказать, вот вы в Монако у нас взрываете, а мы за руку здороваемся. То есть Европу опускают. И через это показывают, что хотите, не хотите, вы будете с ним работать. Вам придется с ним работать. Деваться некуда. А что, бросить Украину? И как вообще, как вести? Перед фактом. Просто нерешаемая такая задача. Либо с принципами поступаться, либо Украину оставить, бросить ее. А если ее бросить, то самому надо защищаться. Да? Мы же все понимаем, что это не ради Украины делается. Если бы делалось ради Украины, ради прав человека, демократии, там, каких-то там принципов, которые они сами в нужное время продают. Абсолютно. В чеченском вопросе так и было. Дело же дело в самих себе. Они теперь поняли, что для них угроза. 1 миллион человек, кто воюет сейчас против Украины, и если Украина падет, то этот 1 миллион или 1,5, уже 2 миллиона прошли через войну россиян. Плюс еще наберут украинцев, еще поубивают украинцев, еще крови напьются, вообще с красными глазами, с большими клыками полезут и на эту Польшу, и на эту дальше Европу и так далее. Все прекрасно понимают. Наконец-таки. Наконец-таки. Хотя и здесь есть кто-то хочет свое где-то поиметь, где-то вырулить и где-то что-то сделать. Понимаете? Вот такие вот вещи, друзья. Это нужно в обязательном порядке нам знать. Так, я смотрю, здесь у меня вся троллятина собралась. Слава Украине. Не говорите, пожалуйста, героям славы, откуда вы. Не пишите. Мой канал находится под наблюдением. Вы должны быть очень осторожны. Пожалуйста. Так, что у нас? Всех я, друзья, приветствую. Так, это говорит, оказывается, Россия, говорит, киллера отвезла в Украину и там убила. Там мне такую вещь такое говорит. Ну, дело в том, что если бы это было так примитивно и просто, то все бы поверили бы, все поняли бы. И не нужно было бы использовать наш опыт и наши знания, которые мы сейчас даем украинцам. Специалисты знают, но не все знают, как Россия работает. Очень хитро и изворотливо работает. Ну, бес самый настоящий, шайтан самый настоящий. Поэтому это нужно знать. И, конечно же, за этим стоит. Если бы это был бы только единичный эпизод, что где-то в Монако кто-то что-то взорвал, а потом взяли кого-то убили, то да, тогда можно было бы списать это на то, что это как-то, ну там, какая-то украинская самодеятельность. Но когда эта цепочка уже идет от Марка Фейкина, который призывает в Украине задерживать граждан, в том числе Украины, чеченской национальности, чтобы обменивать их. Понимаете? А знаете, другой один тоже россиянин, Борис Березовский, например,
очень сильно раздавал деньги за то, чтобы брали заложников, и он потом это представлял, якобы он их освободил. То есть, таким вот образом, они подбивали тех, чтобы брали чеченцы заложников. А у чеченцев родственники сидят, в тюрьмах сидят, в больницах сидят, там, где-то у них там в зинданах сидят, русских. И пытают, убивают людей. И вот Марк Фейгин один в один повторяет этот сценарий. Вот, например, у кого-то, у чеченца там сидит кто-то в тюрьме. Пытают его. Каждый день фото, видео присылают. Просто разрывают человека на части. Он просит, помогите, сделайте что-нибудь. Меня тут уничтожают. Просто записи, все. Присылает, все видно. И тогда его родственник, его друг, его какой-нибудь там сослуживец берет и делает то, что ему говорят. Вот неси вон туда сумку, поставь эту сумку. Он там едет, там УАЗик, расстреляет этот УАЗик. И так далее, и так далее. Или просто сумку отнеси. Иду я, там, например, у сумкой этой. И в этот момент куратор или кто там контролирует, он нажимает кнопку. Все, я чеченец, мой друг в тюрьме сидит, который тоже за то, что против России воюет. И я взрываюсь. Все, ну, террорист, а как мне докажи, что после этого, что ты не террорист после этого. Вот как это делается, вот как они используют. Особенно, когда идет война, у людей очень много проблем. От финансовых до психологических, психических и всех остальных, семейных и всех остальных. Поэтому в этом случае человек очень легко управляем, легко им манипулировать. И нужно бороться с этим. Мы должны знать, как ведет наш враг против нас. Это не просто в открытом бою война. На это в открытом бою война наши 3-4 тысячи бойцов гоняли 462 тысячную армию, группировку, на 17 тысячах километрах. Это меньше Киевской области территория. Вот они туда загнали 462 тысячи, они сами об этом писали. 462 тысячи войск, и против них стояло 3-4 тысячи бойцов. Это лучшие времена, когда самое там время было. И их гоняли так, что они просто выли и просили маму просто. Мама, забери нас побыстрее отсюда. Они отрывались на мирном населении. Просто вся республика была ими превращена в концлагерь. Сплошной концлагерь. Фильтрационные лагеря это они называли. Это был хуже, чем концлагерь. Нацистские концлагеря показались бы пионерскими лагерями по сравнению с тем, что они делали там с нами. Понимаете? И весь этот мир молчал. Я хочу вам прочитать этот свой текст полностью, друзья. Очень хотел ознакомить вас с этим текстом, который я написал по поводу Запада. Называется текст «Международное право не справедливость, а инструмент сильных». Международное право и глобальная политика уже давно перестали быть институтом справедливости, превратившись в арену реализации интересов сильных игроков, где господствует пренебрежение и даже презрение к международному праву, реал-политик и двойные стандарты. Если взглянуть на историю через призму беспристрастного правового анализа и реальных исторических фактов, становится очевидно, насколько избирательно применяются международные нормы в зависимости от того, кто именно ведет борьбу за свое выживание. С юридической точки зрения, основанной на конвенции Монтевидео 1933 года, которой все придерживаются, Чеченская республика Ичкерия обладает всеми обязательными 4 критериями суверенного государства: наличием постоянного населения, четко определенной территории, действующей и сформированного правительства, а также реальной способностью вступать в официальные отношения с другими субъектами мирового права. Ичкерия была и есть суверенная европейская страна, исторически с демократической формой правления, чьи глубокие корни уходят в тысячелетнюю систему чеченского народовластия. И даже сегодня, находясь под жесткой оккупацией, она в сознании чеченского народа единственное легитимное государство, правовой статус которого не подлежит сомнению.
После развала СССР Чеченская республика Ичкерия полностью подтвердила свою субъектность демократически избранными институтом президентства, принятой Конституцией и монополией на организацию обороны собственной территории. Однако Запад проявил вопиющее пренебрежение к судьбе данной демократии. Когда в 1996 году был убит первый демократически избранный президент Ичкерии Джохар Дудаев, мировое сообщество предпочло хранить молчание, и это произошло прямо в тот момент, когда президент США Билл Клинтон, то есть убийство Джохара Дудаева, находился с визитом в Москве. Убийство главы суверенного европейского государства и геноцид чеченского народа не повлекли за собой ни международной изоляции, ни международной изоляции агрессора, ни даже минимальных санкций, поскольку ведущие мировые державы поставили политическую целесообразность в отношении Кремля выше декларируемых демократических ценностей. Сегодня же на фоне обнародования материалов по делу Эпштейна становится все более очевидным, что теневые рычаги влияния, закрытые элитарные сговоры и компромат сыграли в этой международной слепоте далеко не последнюю роль, обнажив изнанку мировой политики и спецслужб. Ключевым разворотным моментом в судьбе Ичкерии и объявление вне закона, американского незакона, генерала Шамиля Басаева, мотора сопротивления, который был и навсегда останется героем нации и народной памяти, стали события 11 сентября 2001 года. Именно теракт США стал тем самым идеальным внешнеполитическим рычагом, под который кремлевские спецслужбы планомерно подводили свою ситуацию, цинично выжидая момент. Главным бенефициаром 11 сентября без сомнения был Кремль. Путин первым позвонил Бушу и с готовностью включился в создание глобальной антитеррористической коалиции. Это было сделано абсолютно в логике питерских бандитов. Сперва создавая проблемы бизнесменам, а затем предлагая крышу и свои услуги по решению этой же самой проблемы. Кремль применил эту же бандитскую схему на международном уровне, воспользовавшись шоком Вашингтона. Москва предложила свою помощь, но, очевидно, потребовала за нее дорогую цену. Кремль использовал трагедию 11 сентября для того, чтобы заключить геополитическую сделку с Вашингтоном в обмен на поддержку действий США в Афганистане и предоставление коридоров. Москва потребовала официально признать российскую военную агрессию и геноцид в Ичкерии легитимной контртеррористической операцией, что и было сделано. Для Запада, позиционирующая себя главным защитником и экспортером демократии, а я напомню, что Ичкерия, чеченский народ, это первозданная демократия. Самая первая демократия на этой земле. Для Запада, позиционирующего себя главным защитником и экспортером демократии, возник фатальный кризис. Прямое уничтожение суверенной, европейской, абсолютно прозападной республики на глазах у всего мира рушило весь его ценностный фасад. Чтобы уйти от этой дискредитации, закрыть глаза на варварский геноцид и не портить геополитический фон, а также качать нефть и газ без проблем, западная система приняла циничное решение – полностью согласиться с кремлевским нарративом, объявив чеченцев и их национально-освободительное движение международными террористами. Запад якобы снял с себя всю ответственность. В этой атмосфере глобального лицемерия еще сильнее развернулась масштабная российская и ее сообщников кампания по дискредитации сопротивления. Здесь необходимо четко провести международно-правовую грань. Метод захвата заложников и создания угрозы для жизни гражданского населения неизменно противоречат нормам международной защиты некомбатантов и не могут иметь правового оправдания. Разбирая правовую ситуацию с обвинениями против Шамиля Басаева, важно разделить природу проводимых им операций, которые западные и российские структуры объединили в один санкционный пакет. Официальным основанием для внесения Басаева Госдепартаментом США по указу номер 13224 и Комитетом ООН
1267 в списке террористов в августе 2003 года стал целый комплекс эпизодов. Захват театра на Дубровке, Норд-Ост, в октябре 2002 года. Взятие ответственности за эту операцию подконтрольной ему группой Рияду Салихин. И гибель в ходе штурма американского гражданина Сэнди Алана Букера. Это та самая сакральная жертва ради того, чтобы опорочить и внести в списки, американские списки, Шамиля Басаева. То есть американцы убитого русскими своего гражданина обвинили чеченцев. Просто на минутку задумайтесь об этом. Так, предоставили Госдепу прямой формальный юридический повод для квалификации Басаева как угрозы национальной безопасности США. При этом публичные заявления Басаева о приказе связываться с иностранными посольствами и вызывать дипломатов для освобождения иностранцев были полностью проигнорированы американской юрисдикцией. Атаки на оккупационную администрацию 2002-2003 годов, меняемые ему подрывы комплекса правительных зданий в Грозном, ныне Джохар, бывший Грозный, декабрь 2002 года, и административных центров в Знаменском и Элисханюрте с точки зрения воюющей стороны и логики оборонительной войны являлись прямыми ударами по военно-административным штабам оккупантов. Однако были интерпретированы международными институтами через призму террористических методов, а не как диверсионные удары по органам управления противника. У нас не было дронов, томагавков и всего остального. Приходилось действовать, как действуем. Американцы нам никак не помогали. Они финансировали Россию. Они кредиты выдавали, еще с Ельцина выдавали кредиты. Таким образом, если законные удары по военно-административным штабам оккупантов находились в рамках логики войны, то оперативные подставы, гибридные провокации спецслужб России были цинично задействованы Кремлем для того, чтобы заморать чеченское сопротивление целиком. Загнав национально-освободительную борьбу в жесткие рамки антитеррористических списков ООН и США, Кремль получил от мира полный карт-бланш на окончательное решение чеченского вопроса. Двойные стандарты становятся особенно очевидными при сравнении чеченского сопротивления с идущей русско-украинской войной. И здесь принципиально важно то, что в обоих случаях агрессор, оккупант и преступник один и тот же. Речь идет о конкретной кремлевской верхушке и о одном и том же учреждении. Те же самые лица Путин, Патрушев, высший генералитет ФСБ и Главного управления Генерального штаба, бывший ГРУ, которые отрабатывали в Ичкерии технологии ковровых бомбардировок, зачисток, концентрационных лагерей, оперативных комбинаций, спустя годы применили тот же арсенал против Украины. Стертый с лица земли город Джохар, бывший Грозный, стал прямой предысторией Мариуполя. Однако реакция мира на действия одной и той же преступной банды оказалась диаметрально противоположной. Когда украинские военнослужащие ликвидируют главарей оккупационных органов уровня гауляйтера или кого-то рангом пониже, его действия справедливо трактуются Западом как героическое уничтожение комбатанта и диверсия против врага. Когда аналогичные действия по ликвидации оккупационной администрации той же самой кровавой своры совершались чеченскими бойцами в условиях тотального геноцида, та же самая международная система квалифицировала их как акт террора. Разница заключалась лишь в том, что Украину международное сообщество признало субъектной, а Чеченской республике Ичкерия в этом праве незаконно отказала. То есть, когда уже у себя под пятками загорелось, тогда признали. Правовой анализ показывает, что международные институты допустили тягчайшие нарушения. Проигнорировав оккупацию суверенного государства и вступив в сделку с Кремлем, после 11 сентября мировое сообщество своими руками выпистывало этот агрессивный режим, приняв сфабрикованный Кремлем нарратив
оно стало молчаливым соучастником преступлений против чеченского народа, что в конечном итоге и привело к неизбежному продолжению этой агрессии в Украине и гибридным террористическим актам уже в самой Европе и США. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, написано 23 июля 2026 года. Зачитал 24 июля. Вот такие вот вещи происходят в мире. И мы должны знать, мы должны это знать, чтобы... Так, ассаламу алейкум, брат. Лично был знаком с Доку Умаром. Понимаю, о чем ты говоришь. Так, ва алейкум ассалам. Так, русские Кадыровым прикрываются... Русские Кадыровым прикрываются... Не продались? Не понял. Этот человек... Так, свои мысли есть. Так легко говорить сейчас. Так, что у нас здесь? Так. Салам, Баурым. Салам. Такс. Ассаламу алейкум, свободочки. Амин. Почему у тебя флаги? Ты ходишь под Западом, хотя зачем я очевидные вещи спрашиваю? Да, ходят, только под русские ходят, да. Так, Кадырову это сейчас скинем. Только не это, только не делай этого, может. Я думаю, Кадыров учится, слушает меня и учится, как жить дальше, да. Вот такие вот вещи. И мы это должны знать, друзья. И я еще раз очень надеюсь, что сегодняшний новый командующий, главнокомандующий Дропатый оправдает наши ожидания, скажем так. Молодец, так, тримайте, так. Слава Сакартвела, слава памяти Джахару Дудаеву, величайшему лидеру, герою своей страны в борьбе за независимость московитов. Амин, Адалин, амин. Героям слава. Героям слава. Знаешь, но только мы должны одну вещь понять. Дудаев был не только за свою страну вел борьбу. Мы все ведем одну борьбу. Мы все, кто пострадал от Российской империи, ведем одну и ту же борьбу. И Российская империя нас искусственно разделяет. Понимаете? Искусственно нас разделяет, чтобы мы друг друга боялись, не уважали, не доверяли, враждовали. Вот что нужно. А Басаев и вот Дудаев и чеченский народ дали нашему постсоветскому пространству, постимперскому вот этой фашистской вот этой территории, которая куда-то доставала фашистская Россия, ее костлявая рука, дали 20 лет времени. Просто, кто, как не Дудаев, знал, что из себя представляют вооруженные силы России? Кто, как не Дудаев, видел, как этот Запад продает, да? Они наверху сидят и там решают свои судьбы, а наши их не интересуют. Наши судьбы, наши интересы их не интересуют. И тогда в таком случае возникает вопрос, а какая между ними разница? Эти нас убивают, да, это враг. А тогда это лицемерие тогда. Мы тогда зачем к ним обращаемся? Зачем мы просим у них помощи? Зачем мы надеемся, если потом они вдвоем нас раздевают? То есть этот держит, а другой раздевает. Ботинки снимает, там, штаны стаскивает, там, футболку ворует. Вот все, что делают. Поэтому вот это нам нужно запомнить. И Дудаев, и чеченский народ дали этому миру 20 лет. К сожалению, мир не понял, что им дали эти 20 лет.
постсоветский мир не понял, в первую очередь. Они должны были понять. Но потом всем пришлось за это заплатить, конечно. И сейчас до сих пор мы платим большую цену за это. Но мы ведем одну борьбу. Это одна борьба. И украинцы отдельно, чеченцы отдельно, грузины отдельно. Так мы не выиграем. Так нас захватывали отдельно, по одному. И сейчас, если в Украине не помогали бы все народы на этой земле, и в первую очередь постсоветские народы, то Украине было бы очень тяжело. Очень-очень тяжело. Мы знаем, что Украина, вот этот, как его, Мадяр, да, его парень, который говорит, что первый раз мы там против русских воюем там, и так далее. Говорит, я вчера прочитал его текст какой-то, я был удивлен, какой первый раз? Украинцы уже 101 раз уже с ними воюют. И побеждали, проигрывали, побеждали, проигрывали. И эта война, она экзистенциональная. Она на жизнь, не на жизнь, а на смерть. Вот какая ситуация. Понимаете? Поэтому это наша общая борьба. И Дудаев дрался за всех нас. За всех. И за украинцев, и за грузин. За всех дрался. Так. Совершенно верно. Смотрите, как они забивают просто. Забивают просто весь нам эфир. Ну, давайте сейчас мы отдохнем немножко от них, потому что уже слишком много они там нам. Дело в том, что когда я ставлю 5 дней, обычные люди, которые не тролли, и не специальная фабрика троллей работает, то они в таком случае могут писать какое-то время. А когда я 5 дней ставлю ограничитель, они не могут зайти и все массово писать. И все отсеиваются. И вот нету, все, больше нету. Наш канал на территории фашистской России виден только когда идет стрим. И вот мы им 5 дней поставили. Все, ребят, приехали. Да. Сегодня больше на мне не заработаешь. Да. Давай домой. Да. Дома бутылка ждет. Домой. Давай. Ваша гордость упала, это причина. Рудольф Бюллер. Ну, смотри, ну, может, ты не это имел в виду, но наша гордость, что ты, наша честь ты имеешь в виду? Но наша честь не упадет, даже если она у всех упадет. Во-вторых, гордость, само слово гордость, я его не люблю, это слово. Ной завещал своим сыновьям не быть гордыми, не быть многобожниками и гордыми. То есть поклоняться одному Богу и не быть гордыми, не быть высокомерными. Поэтому я не люблю это слово. Ну, ты, наверное, имеешь в виду честь, типа, упала. Нет, у нас честь не упала. И никогда не упадет. Мы свой отчет ведем уже 6300 лет на этой земле с момента после потопного периода. И приблизительно, я могу ошибаться, с возрастом. И у нас честь никогда не падала. После того, как над нами совершили геноцид, среди нас были российские агенты, были не чеченцы, которые затесались и представляются чеченцами. И вот то, что произошло, то, что произошло. И знаешь, когда убивают твоих женщин, детей, отцов, матерей, то некоторые идут на уступки. И именно так с нами воевала Россия. Но почему-то американское правосудие не обращает внимания на такие факты. Она обращает только на нас внимание. К большому сожалению, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что именно США являлась главным двигателем России против геноцида чеченского народа. К большому сожалению. К большому сожалению. И файлы Эпштейна и многие другие вещи, они уже дают ответы на некоторые вопросы, хотя еще пока не на все. И в этой ситуации, да,
Некоторые перешли на сторону врага, когда весь мир отказался от нас, когда весь мир предал нас. Но мы считаем, что мы знаем истину, мы знаем свой путь на этой земле, и мы идем по нему. И никакие разные там изменения в этом мире, да, то мир то был вообще изначально весь мир был демократическим. То есть разделение властей было, народ спрашивали, была цивилизация была, люди людьми были. Потом начали друг друга убивать там и так далее. Потом стали рабовладельцами. Потом с королями, царями стали. Начали себя королями, царями называть. Там начали себя, возомнили себя властителями этого мира. Хотя у этого мира есть свой хозяин, свой архитектор, свой координатор и наблюдатель. Давно есть здесь все система, как часы работает. Все дело в людях, которым дается этот мир. И мы в этом мире себя, не все ведем себя так, как от нас ждет наш Создатель. Поэтому в этой ситуации мы оказались, не в первый раз оказались в тяжелейшей ситуации, но мы с этой ситуации вышли намного сильнее и уже выходим, просто еще многие этого еще не осознали до конца, сильнее, чем входили в эту ситуацию. То есть мы были и так очень мощными, что один маленький миллионный народ сдерживал огромную ядерную державу, которую весь мир трясется. Ну или же делает вид, что трясется и с ним приторговывает там наверху. Может быть так. И нам удалось так побить, что они визжали, что им пришлось потом свои дома взрывать, чтобы нас обвинить в этом. Мы так соблюдали международное право, мы так соблюдали правила и обычаи ведения войны, что им пришлось свои дома взрывать. Понимаете? Им пришлось американцев убить. Понимаете? Чтобы обвинить нас в этом. А мы не наносим никому вред. Тот же Шамиль Басаев никому никогда, американцам, никакой угрозы он не представлял. Большому сожалению, Америка, американские Клинтоны всякие, может кто там, спецслужбы, ЦРУ, Пентагон, они представляли для Басаева, для Дудаева, для чеченского народа угрозу. И сейчас представляют. Сейчас они уже под видом борьбы с Кадыровым начинают. Так вот, мы не боремся с Кадыровым. Кадыров это Пушилин, который вон с Луганска, с Донецка, откуда он там. Понимаете? Мы не боремся с собакой, которая лает. Мы боремся с хозяином, когда эта собака лает. Понимаете? А нам пытаются нас опустить до уровня собаки и сказать: о, вы давайте вот, вы между собой там подеритесь. Идите за русским кораблем все, кто нам призывает бороться с собакой, а не с хозяином этой собаки. Причем с людоедом, не просто там какой-то хозяин. Людоед, который хуже этой собаки в 1000 раз. Понимаете? Вот в чем вопрос. А нам пытаются: Кадыров, посмотрите, радио «Свобода», «Настоящее время», Deutsche Welle. Кадырову медаль дали. Младшему ребенку, там, 16 или 18, не помню. Ребенку медаль дали. Каждую медаль рассказывают. Вы что, издеваетесь над нами? Мне стыдно, что я когда-то уважал радио «Свобода». Потому что это просто отстойная, просто канализация. Просто показывают какую-то нам Кадырову медальку дали. Вы что, смеетесь, что ли? У чеченцев больше проблем нету, что ли? Какую медальку дали? Вы его пиарите, этого Кадырова-младшего, чтобы потом он уже закрепился в умах, все, вот его все знают. Или же, я не знаю, что вы, для чего это делается. Или издеваетесь над нами. Вот чем занимается, да? Приветствую всех, Бандеровка, витаю вас, спасибо. Слава Украине. Спасибо за стрим, с удовольствием ставлю лайки, подписки. Джим Керри, приветствуйте. Так, была встреча в Баку европейских и российских высокопоставленных лиц. После этого Зеленский сделал перестановки. Что думаешь об этом? Не знаю, я не слышал об этом, Асламбек. Я не знаю. Если честно. Не слышал. Ну, посмотрим, что будет. Но я за украинский народ. Вот, просто нужно одну цель взять. Это интересы украинского народа. Вот это самое главное. Не навредить и максимально попробовать помочь.
А то, что там агентура, вот этот Калугин рассказывает, это главный хаб был. Я вот начал рассказывать, и потом перешел на другую мысль. Главный хаб был для удержания Украины, потому что у нее древнейшая история, и для того, чтобы с Украины уже направлять в Европу свою агентуру. Ну и про. Именно поэтому сейчас немцы говорят, всех мужчин мы будем отправлять в Украину обратно. Потому что они вербуют. В основном из Украины кто бегут? В основном бегут тот, кто, ну, пророссийский, если по чесноку сказать. Здесь очень много можно встретить, хотя скрывают некоторые, но очень много, которые пророссийские. И вот эти пророссийские, здесь молодежь, она представляет угрозу. Боятся, просто боятся в Европе, потому что будут теракты делать, еще что-то делать. Вот вся система. То же самое касается чеченской молодежи. То же самое идет полный откос, всех пытаются срезать, всех отправить обратно и так далее. И мы должны здесь как-то тоже в этом смысле наладить наши отношения. Так, просто это не афишируют, но была встреча. Я не слышал. Интересно, конечно, европейских и российских высокопоставленных лиц. А кого конкретно, кто встречался с Асланбек, известно? Сейчас, подожди, я узнаю. У Пентагона узнаю. Грок это Пентагон. X, то есть. Так, мы уже больше часа в эфире. Так, видимо, Зеленский вынужденно поменял Сырского. Я тоже думаю. Но я послушал этого швеца, да. Ну, хоть он и КГБшник, но на самом деле он меня очень подбадривает. Этот швец, я вам скажу. Не думал, что я буду. Но этот КГБшник, который работал на Запад, ну, в Америке работал, это интеллектуал, это, видимо, элита их бывшая. А вот внутри это, ну, просто людоеды самые внутренние, вот эти гибня вся, ну, просто тупые быдло-людоеды просто самые настоящие. Поэтому не думал, что буду про КГБшника говорить что-то хорошее, даже бывшего. Но скажу, что швец молодец. Хорошо делает свою работу. Но КГБшнику нужно не доверять особо. Так, да, такая встреча состоялась. Вот сейчас сообщают основные факты. В Баку 12-14 июля 2026 года прошла неофициальная тайная встреча бывших высокопоставленных немецких и российских политиков, чиновников. Она была посвящена возможным путям завершения войны России против Украины. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил факт встречи 21 июля на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Алиев заявил, что власти Азербайджана не были уведомлены о встрече и не участвовали в ней. Территория страны была использована без их ведома. Данные о перелетах участников подтвердили совпадение дат пребывания в Баку. Участники по сообщению СМИ по подтверждению. С немецкой стороны бывшие чиновники Роланд Пофалла, бывший глава ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель, Метиас Плацек, бывший премьер-министр земли Бранденбург и экс-председатель СДПГ. С российской стороны Виктор Зубков, бывший премьер-министр России, председатель Совета директоров Газпрома, Валерий Фадеев, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Также упоминались другие фигуры, в том числе бывшие швейцарские дипломаты Тим Гульдеман и Томас Гриммингер. Участники позиционировали себя как частные лица. Вот я вам могу про Тима Гульдемана рассказать. Вот смотрите, значит, они договариваются. Тим Гульдеман, наверное, хочет очиститься от того, что он вероломно и подло поступил, преступно поступил по отношению к чеченскому народу и государству. И еще он хотел лавров дипломата. И ему такие лавры были, только не среди чеченского народа. Навеки вечные Тим Гульдеман для чеченского народа будет пособником геноцида чеченского народа. Хотя вроде бы он там переговоры делал и так далее, там останавливал войну и так далее. Он играл не как независимый посредник в переговорах. Он выступал на стороне России.
на стороне в России. Тим Гульдеман навеки вечные. Запомните, чеченцы, никогда этот человек не должен быть в нашем сознании, в нашей истории, что-то хорошее для нас сделавший. Он нас предал. При всем при этом миссия ОБСЕ сделала огромную работу, много полезного, много сильно очень важного для нас сделала. Но при всем при этом Тим Гульдеман был врагом чеченского народа. Он был пособником геноцида чеченского народа. Хотя он может сказать, что он якобы остановил, по факту сегодняшняя война, которая идет в Украине и туда посылают чеченцев, это вина Тима Гульдемана. Убийство огромного количества после уже как Тим Гульдеман остановил эту войну якобы и начало второй войны, это тоже косвенная вина Тима Гульдемана. Потому что это неизбежно привело к этому. Это вот они чем занимаются. И скорее всего они будут договариваться о том, как поделить Германию. Они сейчас будут договариваться, скорее всего, если там Меркель, там вот этот Тим Гульдеман, это уже мое личное мнение, что без коррупционной составляющей Тим Гульдеман не обошелся. Он очень богатый сейчас человек. Каким-то образом стал, может был, а может стал. Но если здесь появился Тим Гульдеман, то уже вопрос идет о том, чтобы через свои старые коррупционные каналы, вероятно, или какие-нибудь свои эпштейновские каналы, мало ли у них какие каналы есть, они сейчас уже делят Германию, я так полагаю. Я так полагаю. Интересно, конечно. Контекст. Это уже не первая такая встреча. Ранее проходила в Баку один раз Абу-Даби, известный как минимум 24-25 годов. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ничего не знал о встрече. Германия в ряде европейских стран ее критикует как возможный российский канал влияния. Некоторые эксперты считают неформальные контакты полезными в принципе, другие преждевременными и вредными на фоне войны. Алиев ответил, что если встреча поможет закончить войну, Азербайджан это приветствует. Встреча не являлась официальным переговором правительством Германии, ЕС и России. Официально Берлин и Москва публично не комментировали содержание дискуссии. Очень интересно. Очень интересно. Очень интересно. Салам всем свободным людям, салам, брат Аслан. Как ты думаешь, сколько фашистская Российская Федерация потратит долларов на этой войне? И что можно было построить или просто раздать людям, сколько разлому долларов? Шалом, дорогой брат Эд, приветствую тебя. Сейчас я этот вопрос, я знать не могу. Сейчас я этот вопрос задам просто Грок. И отвечу. А так, конечно же, конечно, она очень много потратила. Ну, деньги, знаешь, деньги это у них население, ресурс, нефть у них население. Для них, их люди, они ничто. Беда в том, что эти люди терпят. Вот беда одна есть. Так, для них люди ничто. И это их новая нефть. Они будут этих людей просто выжимать, высасывать. Кого на фронт, кого деньги отобрать. Вот так и так далее, и так далее. Точные цифры по затратам фашистской России с 22 по середину 26 года сильно разнятся в зависимости от методики подсчетов. Только прямые военные расходы бюджета, полные экономические потери, включая упущенный рост санкций, разрушение, расходы иностранных. Россия. Прямые военные оборонные расходы на войну. По оценкам немецкого экономиста Яниса Клюге, на основе данных российского Минфина, невероятно просто, я даже боюсь произносить эту цифру. С 2022 года по начало середины 2026 года около 53 триллионов рублей, что примерно 700-750 миллиардов долларов. 700 около триллиона уже потратили. Американцы в Афганистане, по-моему, за 20 лет потратили 2 триллиона. Эти уже за 4 года потратили почти триллион. Представьте, 700-700 миллиардов. Ежегодные военные расходы и в последние годы 140-190 миллиардов с ростом ВВП в первом квартале 2026 года 70-80 миллиардов за квартал тратят. 70-80 миллиардов за квартал.
Полная стоимость, включая экономические потери, упущенный рост ВВП, санкции, оценки варьируются от сотен миллиардов до более 1 триллиона долларов. Ранее прогнозы говорили об 1 триллионе 300 миллиардах долларов упущенного роста в 2026 году. Военные расходы составляют 6,7% ВВП и до 40% федерального бюджета. Колоссальные потери просто, колоссальные. При этом Украина потратила собственный бюджет и общий ущерб плюс реконструкция 195 миллиардов долларов, около 200 миллиардов долларов уже потратила Украина. И на реконструкцию где-то 588 миллиардов. 588 миллиардов. Колоссальные просто деньги, колоссальные. Но 588 миллиардов, это, уважаемые россияне, у меня для вас плохая новость, Леон. Вот эти 588 миллиардов вам придется еще лет 500 выплачивать. Ну, столько украинцы не будут терпеть, но лет 50-100 их детям, внукам вы будете их выплачивать. Отвечаю, просто вас разорвут просто на части. И ваше высокомерие и гордыня, что вы какие-то супервеликие, непобедимые и так далее. Бог обязательно гордыню, гордеца обязательно опускает на 5-ю точку. Очень жестко иногда, причем это делается. А вы заслужили очень жестко. Так, давайте дальше по вашим комментариям, друзья. Сколько мы уже? Ха-ха. И Гульдеман теперь не знает, что предатель и снова бабло заработать несколько миллионов. Гульдеман преступник. Да, Гульдеман, видимо, почувствовал, или может он услышал наши стримы и понял, что у него будут проблемы, и его старая агентура, он же замаран уже, все на крючке, бабки брал, коррупцию делал, все, ты на крючке. Поэтому, а ну давай отрабатывай, Тимофей Дион, давай. Давай работай на русню, Гульдеман. Давай, продолжай. Прикинь, тебя мама родила, чтобы ты всю жизнь работал на КГБ. Бедолага ты, Тим Гульдеман. Я тебе гарантирую, Тим Гульдеман, за все перед Богом ты ответишь. За свое вероломство, за свою подлость. Перед Богом мы тебя прощаем, Дион. Но не забываем, не забываем. Слава Ичкери, героям слава. А если бы эти доллары просто раздали людям? Не говори, у них нету ни заводов, ни фабрик, ничего у них нету. Ни дорог нету. У них даже газа нет. Представьте, самая газовая страна, у них газа в деревнях нету. Понимаете? Вообще, 1 триллион. Представьте себе. Фашистская Россия в Украине разрушила на более 1 триллион долларов. Ну, я допускаю вполне. Я думаю, что надо возвращать. Триллиончик, гони, Вася, да. А ну, триллион сюда, Вася. Да, интересно, конечно, получается. Об этом армянско-грузинских строительствах. Ну вот, там написано, представители Мерки уже знают. Салам всем свободным людям. Салам, так, это я уже читал. Джим Керри. Так. Так что все нормально, господа. Сейчас как Драпаты придет, драпать начнут. Не верю, что Алиев не знал. Я тоже думаю, Мил, он знал, наверное. Алиев это тот еще такой, знаете, чувак. Правда, дочери у него симпатичные. При всем при этом, да. Особенно, который тут в Европе живет. Так.
Так, я хочу вам дать послушать Джохара Дудаева. Сейчас, секунду. Звук, где у нас здесь звук? Ситуацию я бы хотел объявить всему миру. Замысел у них таков. Потребовали распустить парламент. Мы согласились, члены парламента сами согласились, раз требуют, надо распустить. Приостановили деятельность. Потребовали распустить кабинет министров. Хорошо, мы посовещались, да, надо удовлетворить, чтобы не было повода для прецедента. Распущен кабинет, распущен парламент. Мы условились, что при этих условиях прекращаются всякие демонстрации и требования удовлетворены. А нет, аппетиты разгорелись, им нужна не демократия, не право, им нужна провокация. Ситуацию я бы хотел объявить. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот что говорит Драпаты. Мы для Российской Федерации невыгодны в плане истории, потому что у них нет своей. Абсолютная правда. 100%. Это я уже от себя. Они сами, это уже Драпаты, они сами давно сказали, что без Украины не может существовать ни Россия, ни какой-либо союз. Понимаете? Самое главное, вот эти люди, они понимают, что происходит. Они принимают решения, они имеют право принимать решения, и они отлично понимают. Это все, что нам нужно. А победить они вообще не воины. Подлость, вероломство, там какую-то подлянку, это пожалуйста. Вы даже вам в голову не придет такое. Вы будете просто за голову возьметесь, 24 часа будете думать, все вместе взяты. Вы никогда 100-ю часть не придумаете той подлости, вероломства, которые они уже неоднократно уже сделали. И еще что-нибудь придумают. Вот такие просто. Ну, от сатаны просто. От беса идет. Не может человек так вероломен и так подал быть. Понимаете? Поэтому надо знать врага. Ну вот смотрите, что говорит Радослав Сикорский, глава МИД Польши. Рецепт войны от Германии. Сикорский напомнил, что Меркель помогла Путину подготовить вторжение. Главный польский дипломат Радослав Сикорский ткнул Берлин носом их главную историческую ошибку. Попытка бывшего канцлера Ангелы Меркель подсадить Европу на иглу северных потоков и приручить Кремль баблом провалились. Путин просто плевал на бизнес-партнерство, как загорелся имперским бредом. Это Хвиля. Facebook Хвиля пишет. И вот что говорит сам Радослав Сикорский. Мы все время говорили немцам, не давайте Путину строить трубопроводы в обход Центральной Европы, потому что это рецепт войны и давления. Германия при Меркель верила, что если стать достаточно крупным покупателем российского газа, русские не рискнут этими отношениями ради затеи возродить империю. И тут немцы ошиблись. Абсолютно так. Абсолютно так. Абсолютно так. Каждый, знаете, когда себе, мне надо, мне плевал я на Польшу, плевал я там на Украину, на Чечению, мне надо, вот себе. А потом все расплачиваются. А Меркель спокойно ушла себе на пенсию. Хотя я к Меркель испытываю и испытывал уважение. Реально человек делал все, что мог. Но, как видите, есть и вот такие вот ошибки, которые прямо называют ее фамилию, имя и обвиняют целый МИД. Дудаев наш дорогой. Да, Дудаев наш всех. Ну и, конечно же, Санкт-Петербург и Ленинградская область были атакованы беспилотниками в ночь на 24 июля. Какой-то, знаете, на что-то очень, этот Валберис, либо название украинцам не понравилось, либо просто там вот это Ким, то, что у него директор, не понравилось. Ну, от Валбериса остались рожки до ножки. Ну, а если серьезно,
то, конечно, эти удары, они очень эффективны в смысле психологически. Но этого недостаточно. Вот просто бить, да, людей делают нищими. Вот сейчас мы видим, можно сказать, они, наверное, таким образом хотят сказать, что они раскачают ситуацию внутри России, и вот таким вот образом они смогут сменить власть. Но дело в том, что бедные, нищие россияне, они будут играть массовкой, а власть будут менять другие люди. Для того, чтобы по-настоящему, из одной системы, просто игра будет, передача власти будет, система будет сохранена. Запад, Америка, Европа пытаются сохранить этот режим, сохранить систему КГБ СССР, которая управляет Россией и в других местах, все у нее везде есть щупальцы. Понимаете? Они не хотят их полностью раздербанить. Если бы хотели, били бы по Кремлю, били бы по ФСБ. Не бьют. Бьют по заправкам, про Валберес. Ну, ударили по Валберес, да, маркетплейс, большой маркетплейс. А есть еще Яндекс Маркет, есть еще Озон. Ну, и там же передаются все вот эти детали, которые есть. Которые там, да, это военный объект. Это не военное преступление, это законная военная цель, по которой украинцы имеют право наносить удары. Желательно, чтобы гражданского населения там не было, или, по крайней мере, постараться избежать. Я думаю, сейчас, я думаю, теперь уже на работу да, не будут уходить хотя бы. Сейчас поймут, что это небезопасно. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, героям слава, Украине, Ичкерии, героям слава. Амин, Бандера, амин. Ага, кто-то мне волка подогнал, Дио. В ТикТок. Ребель. Черный волк, наш парень, Дио. Дался, дует. Це Ребель. Аж наш. И так уже завалили меня деньгами. Хватит уже, Дио. Девать уже их некуда. Полномасштабная война была лишь вопросом времени, говорит Михаил Драпатый. Видимо, именно на наших плечах, на плечи украинского народа выпала историческая миссия окончательно завершить эту освободительную борьбу нашей победой. Мне просто нет слов просто. Этот парень каждым днем мне больше и больше нравится. Но на них она и держится, эта Украина. На них и вот на простых женщинах, мужчинах, которые вначале, как они назывались, которые гуманитаркой, добровольцам поддерживали все это дело, волонтеры. На этих волонтеров держался. Вообще, ну, это и есть народ Украины. Просто взял народ Украины и сам себя, как барон Мюнхгаузен, из болота вытащил. Просто сам себя. Все уже списали, все, 3 дня, там дорогу проложили прям до Киева, там все обустроили, там сейчас мы там туда-сюда. А, увы и ах, как говорится, да. Не шмогла русня, не шмогла. Не шмогла, не справилась. Да. Так, что у нас? И Саркози, да все они там. Аслан, салам алейкум, привет, алейкум салам. Так. Вот мне Светлана пишет мое имя Аслан и ставит три эмодзи. И у меня автоматически переводит на самом деле. Это мое имя, что ли, так переводится на самом деле? Это значит, он говорит правду. Только реальность. Мы говорим только правду. Нищих россиян потом будет Запад кормить, как раньше. Ну да, бушки Трампа будут. Или ножки Трампа, точнее, бушки. У него тоже родственники живут на России, говорит, змееныш.
У кого живут? У Дропатова живут на России? А ну скажите, украинцы живут у него родители на России? Большие потоки, очень не нравится, когда мы вот объединяемся, когда единым кулаком мы становимся, не, дякую, Бандеровка. Когда они видят, что мы объединяемся, когда у нас появляется там энтузиазм, когда мы радуемся чему-то, и это самое страшное для них. И назначение Дропада, ну, всем нравится, просто всем. Смотрю, читаю, просто, ну, нечего предъявить этому человеку. За 4 года, какой за 4, за 12 лет войны Дропатому нет ни одной претензии. Даже у Артигрина не было к нему претензий, а у него, по-моему, ко всем они есть. Поэтому это очень отлично. Это очень отлично. И вот они обижаются, будут сейчас пачкать там его, у него там мама из России, там жена с России, еще что-то. Ну и что? Главное, свое дело знает парень, да? И у него нет, вот подтверждает, что нету. Так, нищие россиян потом будут кормить, как раньше. Основа, все эти удары, которые наносит Украина, она не наносит сама по себе самостоятельно. Ей все эти наводящие цели дают американцы и европейские спецслужбы. Мистер Шомутепи, откуда ты знаешь? Ты там в генштабе в Украине или в американском, европейском генштабе работаешь, или у них там в спецслужбах работаешь. Скажи мне, откуда у тебя такая информация? Почему ты считаешь, что украинцы не имеют права выбирать какую-то цель сами по себе? Можешь согласовывать, они же союзники. Оружие течет рекой, деньги идут, добровольцев, да, много не говорят просто. Очень много европейских, американских, всяких разных там парней присутствует. И почему они должны не согласовывать, например? Но ты так утверждаешь, как будто вот есть какие-то там хозяева, и они пальцем показывают. Бейте туда, бейте туда. И так тоже, может, и бьют по какому-то конкретному. Но решение принимает Украина, украинские воины, понимаешь? И я не думаю, что украинцы себе в ущерб что-то будут делать. Ну, может быть, не постоянно, где-то можно где-то себе ущерб, потом, чтобы компенсировать там, туда-сюда, так сказать, действовать. Но в любом случае побеждает украинцы, украинцы побеждают. И самое главное, особенно для России это важно, представить, самое главное для них и для их друзей, особенно для ФСБ, для России, важно представить, что воюют не украинцы, что воюют, как про нас говорили, арабские наемники, с Литвы какие-то белые колготки снайперши, с Украины там толпы там бандеровцев приехало, за нас воюют. Короче говоря, за нас воевали все. Чеченцы лежали где-то там на рыбалке, курили бамбук и там ловили рыбу. За нас всю работали. И вот когда каждый раз так говорят, что американцы там это делают. Нет. Это делает украинский народ. Не просто даже армия. Это армия. У армии не было у Украины. В 2014 году ее фактически не было. На бумаге, может, она была. Фактически ее не было. И эту сейчас наполнили, вот эту армию, фактически, которая не существовала, наполнили ее на простые украинцы. Просто пришли и защищать. Я знаю здесь парня с Германии, с Гамбурга. Он поехал в Украину сражаться, как только началась война. Поехал сражаться, получил тяжелое ранение руки. Жив, здоров, ну, нездоров, уже рука инвалида, но работает рука. Ну, вот, я его сам после этого не видел, но знаю по его историю, что вот кто воевал, вот кто сражался. Оттуда толпы бежали, а отсюда толпы ехали воевать. Понимаете, с Европы, с шабашки, где-то со своих строек, с работ. Бросали все, уезжали. Один украинский оперный певец, по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, был оперный певец, погиб. Да много, сколько уже сынов и дочерей погибло уже Украины, которые просто бросились вперед. Поэтому нет, все делает Украина. Да, агентура есть, да, много еще не первый раз воюют вот так мощно. И, наверное, вообще первый раз украинцы там где-то, может, в Афганистане, где-то в Ираке, может, какие-то там эти операции миротворческие, так называемые, выполняли, таких боевых столкновений, таких бомбардировок по ним не было. Сейчас, да, в первый раз все, и очень достойно. Просто лучше некуда просто.
Ну, а так, конечно, согласовывают, наверное, информацию, наверное, американцы дают спутники, там лучше у американцев. И, конечно, было бы глупо не пользоваться их возможностями и их наводкой. Ну, посмотрим, как сейчас с Драпатой поведет себя. Очень интересно. Валейк салам, Осман, Машволь. Большие потоки деньги российских чиновников уходят на Запад. Да, Асламбек, Россия, самое хорошее у России это коррупция. Да? Я вчера смотрел Христа Грозева, он рассказывал про то, как его агентство разоблачило сеть союзников, убийц, которые орудуют в Европе. И что интересно, одними из жертв фигурировали чеченцы, в том числе Закаев. Ну, во-первых, я не верю ни одному слову Христа Грозеву. Во-первых, Христа Грозев очень мутный чувак. Он, например, лично обвинял чеченцев, что они стоят в заградотрядах, заградительным отрядом. Хотя мог бы просто сказать, россияне стоят, там все просто друг друга убивают, если ты отступаешь и так далее. Поэтому, и если он говорит, что фигурирует Закаев, вполне возможно и фигурировал. Но так же, как Тумсу Абдурахманов фигурировал. Там какие-то другие деятели. Это имитация, показать, что вот его русские хотят убить. Я не верю. Да, может быть, там у него свои личные, он много людей и кинул, и подставил там просто крови. Вот так. Вот так просто. Ни один уважаемый человек ему руки не подаст, потому что это окровавленный своим кровью своего народа человек. Понимаете? Кто знает реально, кто не знает, конечно, будет там рядом находиться. Поэтому я не думаю, что его хотят убить. Его убить не имеет никакого смысла. Он никто. Понимаете, он никто, он не представляет ни правительство, там может какие-то там его вокруг в Украине или где-то там на Западе, или может еще какие-нибудь товарищи его там окучивают. И они могут там посчитать, что он будет какая-то фигура. Ну, он удобный собеседник, послушный исполнитель воли каких-то там сильных мира сего спецслужб. Но для чеченского народа, ну, умер и умер. Никакой роли, никакой пользы. Ни жизнь его, ни смерть его. Ну, вред только один от него сплошной. И даже со смертью может вред чеченскому народу быть от этого. Просто, ну, я не знаю, просто по привычке уже вред будет. Так, тогда, я думаю, вреда от него не будет, если его не станет. Но то, что чеченское правосудие должно будет, если чеченское правосудие и государство считает себя уважаемым и достойным, что этот человек, как вместе Руслан Кутаев, Маулади Удугов, Ахмед Закаев, вот эти все товарищи должны будут сесть на скамью подсудимых. Это 100% факт. И никогда чеченский народ, даже если мы останемся еще 100 лет под оккупацией, а мы не останемся, никогда чеченский народ этого не забудет. То, что эти люди сделали, это хуже, чем сделал Кадыров. Понимаете, Кадыров хоть прямо сказал, что перехожу и все, я против вас воюю. Это хотя бы, это прямая, честная позиция. Хотя тоже, пока его не вывели, тоже шифровался, тоже за нас как бы был. Понимаете? Вот чем занимается. Поэтому Христо Грозев это абсолютно не авторитет, чтобы на него ссылаться и так далее. И даже если бы он говорил правду, хотя тоже не исключаю, ему могли подсунуть эту информацию. А могли просто, давай, слей информацию, скажи, ну, на Закаева покушение. Не нужен Закаев. Никакой русский в ФСБ все придут, убьют его. Ничего в чеченском обществе не изменится. Он нелегитимен. Он ничего из себя в роли чеченского государства не представляет. Понимаете? Это человек и его банда вокруг него. Та, которая занимается просто античеченской деятельностью. Они в начале развала Советского Союза, после развала Советского Союза, в начале становления Чеченской Республики Ичкерия были провокаторами, которые завели нам эту войну. И сейчас они нам еще одну войну хотят привести туда. Понимаете? Хотят утопить в крови кадыровцев, чтобы захватить власть и стать на месте Кадырова. Внутри России, послушные России. Ну и немножко там Англии, немножко Америки. Ну кто заплатит? Им плевать. А нам такие не нужны. У нас другие цели. Мы идем сквозь время, сквозь историю на века. А это так, подрабатывают, отрабатывают они.
Так, ну, дальше пойдем. Россияне, стоя в очередях за американской и европейской гуманитаркой, будут гордо говорить, и все-таки мы велики. Джим Керри, они будут говорить, все-таки мы их заставили нам давать гуманитарку. Да, нам тяжело, но они же нам дают гуманитарку. Мы их заставили, будут они говорить. И вот 100%. Так, теперь... Да, оперный певец Василий Слепак, да, погиб в борьбе против российского оккупанта. Совершенно верно. И сам Мунаев, совершенно верно. Все они погибли, сражаясь за свободу, за нашу всех свободу, друзья. Мы радуемся, Киев. Так. Да, радуйся, премиум. Убивать гражданское население – это ваше любимое занятие. Радуйся, радуйтесь. Вы убиваете гражданское население. Да, вы убиваете, вы уже столько на вас крови. И сейчас настало время расплаты. Навеки вечные придется отвечать. Ну и слава Богу, на том свете вечность еще дополнительно. Друзья, я на сегодняшний свой стрим закончу на этом. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра будет у нас стрим с Ахьядом Идиговым на русском языке, как обычно, по субботам 19:00 по европейскому, по центральноевропейскому времени. Приходите, не пропадайте. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Нохчик Амдинаду, Хираду. Всем врагам назло. Адикюэль Маш Оэль. Всего хорошего, до свидания, до завтра, друзья.